Здравствуйте! В прямом эфире программа «Точка опоры». 2 недели осталось до окончания всероссийской переписи населения. И, пожалуй, наверное, самое время задуматься о том, почему важно знать, откуда твои корни, почему важно сохранять язык, культуру, традиции, находясь даже за пределами республики. Мы выходим в прямом эфире на каналах ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета». Да, и наша сегодняшняя тема – проблемы сохранения татарской национальной идентичности в регионах Российской Федерации. В студии Миляуша Кашапова и Зуфар Давлетшин. Еще раз здравствуйте. И давайте познакомимся с нашими сегодняшними экспертами. Итак, да, Радик Салихов, доктор исторических наук, директор Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана. Добрый вечер. Добрый вечер. Раиль Равилович Фахрудзинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Здравствуйте. Искандер Измайлов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана. Римзиль Валиев, журналист и общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар. И Рамис Латыпов, журналист, главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-Информ» и сайта «Интертат», а также газеты «Атнава Кайгалара». Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Звоните, задавайте свои вопросы, выражайте свое мнение. Нас также можно смотреть в прямом эфире. В прямом эфире на канале социальной сети ВКонтакте и на Ютубе. Да, и на канале на Ютубе. Сегодня участие во всемирной переписи населения принял президент Татарстана Рустам Минниханов. Рустам Нургалиевич посетил один из стационарных участков Казани. Он ответил на все вопросы переписчиков, в том числе и на вопросы о национальной идентичности. Давайте посмотрим фрагмент. Наша страна, она огромная, многонациональная, многоконфессиональная. И, конечно же, государство должно обладать информационным ресурсом, кто, как, какого возраста, какого образования, какой национальности. А все эти данные, они для работы органов власти очень важны. И планировать, какие школы, какие там интересы. Вот эта перепись, она открывает большие возможности для правильных решений на будущее. То, что соотечественники за границами Татарстана требуют огромного внимания, говорит факт, что там проживает больше татар, чем в самой республике. Численность татар в России по итогам переписи населения 2010 года более 5 миллионов, 5 миллионов 310 тысяч. И большая часть, более 80% татар, исторически проживает в Поволжье и Приурале. Так, в Приволжском федеральном округе 4 миллиона татар, из них 2 миллиона в нашей республике и миллион в Башкортостане. Ну, также нас немало и в других регионах: Оренбургская область, Пермский край, да, Мария, Удмуртия. В общем, все соседи однозначно. Вот как сохранять именно при такой разбросанности национальности, да, как сохранять идентичность, язык, культуру? И как влияет вот этот вот территориальный разброс нации на идентичность, да, на сохранение идентичности? Ваше мнение? Ваше мнение? Ну, так же всегда был. Это у нас исторический опыт у татар очень богатый. И в 16, и в 17, и в 18, и 19 веках народ также был разбросан. Также были вопросы сохранения и идентичности, религиозной и национальной, в том числе. В принципе, все эти методы уже давно для татар известны, как сохраняться, и они сохраняются, они живут, несмотря ни на что, ни на все трудности. Это, конечно же, в первую очередь семья, воспитание в семье. И это опора на нашу традиционную религию, на ислам, на способы самоорганизации социальной и многое другое. Ну вот мы чаще всего слышим как раз о семье, что-то хочешь сказать, да? И о религии. Есть что-то еще? Да, я думаю, что когда мы говорим, что главный упор на семью и семейные ценности, мы не должны забывать, что раз идет речь о диаспорально проживающих татарах, то то, что нас связывает, национальная идентичность, она происходит от высокой профессиональной культуры. И поддерживается вот это вот единство прежде всего за счет развития вот этой самой высокой культуры и профессиональной академической науки. Без этого нация просто не может существовать. Опыт других
диаспор, где нет вот такой развитой высокой культуры, ведет к тому, что она едва сохраняется, а в нынешних условиях обречена на постепенную оккультуризацию и ассимиляцию. У нас есть много из того, что необходимо для поддержания современной нации. Да, и- Юнзеля, вы хотели Два высказать? доктора наук Института Да. истории правильно говорят. Но все-таки первым делом нам надо подчеркнуть, а почему мы лезем в регионы России? Вот Рустам Нургалиевич, Вы считаете, президент что не надо? Татарстана. Мы живем в республике Татарстан. Они могут сказать, например, в Башкортостане однажды сказали буквально в прессе, что это наша республика, это наш народ. Зачем вы приходите, зачем вы их подбиваете, зачем вы вмешиваетесь в это дело? Ответ есть. Поскольку я Всемирный конгресс татар здесь представляю, Да. татарский язык экстерриториальный, вне зависимости, какие административные, кто президент Башкортостана или Чувашии, язык один и тот же. Вот Раиль Самосознание Равильевич, судя по одно и красной то же. лампочке, да, то Историческое всё-таки возражает. самосознание и культурное носие одно. Поэтому это запретить, регулировать нельзя. Это даже не уставом Конгресса татар определяется. Это природой заложено. Получается, есть татарский мир, так же, как русский мир. И поэтому, когда мы считаем жителей Татарстана, мы считаем вот в Татарстане татар. Вот Конгресс татар проводит такой конкурс «Мин-татарщенки». Пусть Давайте, да, послушаем Раиля объясняет, Равильевича, да, пусть он объясняет, прям это самое почему он хочет, да, осознает Раиль это. Равильевич. Почему? Отлично. Ответы мы Все-таки потом есть вам другое скажем. мнение, так? Во многом соглашаясь с нашим уважаемым Реметелявой, я Многоуважаемым, все же да. подчеркну, что значит чужая территория. Мы живем вообще-то в одной стране, называется она Российская Федерация. И вот знаете, коллеги, как ни странно, перед тем, как прийти на передачу, я тоже анализировал. Вроде мы такую тему часто ставим, да, как сохранить. Вот опыт показывает, что все-таки, скажем, в соседних регионах не тюркоязычных, в Удмуртии, Марийской республике, там проблем вообще нет, там численность татарского населения увеличивается. Как ни странно, вот в тех регионах, где проживают родственные нам народы, да, вот в том числе соседняя республика, в том числе Астраханская область, там численность татар уменьшается. О чем это говорит? Это говорит о том, что близкие нам по культуре, по духу народы, используя административный ресурс, зачастую влияют на изменение самосознания, на изменение идентичности татарского населения. Поэтому здесь человека ведь формирует среда. Это не только семья, это не только только не школа, удмурты. но это территория, на которой они Вот проживают. у нас Рамис как раз вот не так давно, да, прокатился по некоторым деревням соседней Ему есть что республики, сказать, да, Рамис? Может быть, мы сначала посмотрим ролик, да, коротенький, фрагменты. Так, Давайте. давайте, да, посмотрим, что, то есть... Мында татарлар яшимесең? Татарлар. Тегін әйткен Башқұрттан түгіл бит, татарлар. Біз бит Башкирияда яшайбыз. Әйе. Башкирияда болсаң башқұрттарға тиеш. Менә мен өзім бит башқұрт түгел. Ну сез ничек язылгансыз? Башкирин дип язылган. Потому что население көбәйтер өчен. Хәзер кемнәр яши соң монда? Башкортлар. Хәзер Башкортстан. Исемегенең не башка. Татарлар яшәй. Википедияда Башкорт авылы дип язылган. Бу Башкорт авылымы соң? Юк. Кемнәр яши соң монда? Татарлар. Монда башкортлар бармы соң авылда? Юк. Монда башкортлар бармы соң авылда? Башкортлар жоқ. Башкортстанда кеше юк анда. Мында. Вот такая вот интересная ситуация Да, Рамис, ну, в получается. первую Рамис. очередь, да, что сподвигло, да, скажете? на это вот Мне исследование? всегда было, вот я давно хотел сделать этот материал, поскольку мы все знаем, и я думаю, что люди, которые проживают в Башкортостане, тоже прекрасно знают, кто там живет. Там живут татары. Почему я выбрал Илишевский район? Потому что там 80% якобы башкир записано. Ну, это соседние Мне с нашим было, городом. да, Сактанышский, там да? рядом с Актанышским районом, там 90% татар, а здесь 80% башкир. Я просто решил поехать в 10 населенных пунктов
просто случайно. И спросил у первого встречавшегося человека, кто ты и есть ли здесь башкиры. И я могу сказать, что я не нашел ни одного человека, который оказался башкиром. В деревнях, где живут 90%, якобы 90% башкир, да. Там есть башкиры, в некоторых деревнях есть учителя, которые там по разнарядке, видимо, были отправлены с юго-восточных районов и вышли замуж, там остались. Вот только такие есть башкиры. И там были очень интересные такие... Причем, я хочу вот подчеркнуть, люди прекрасно понимают, кто они по национальности, прекрасно себя идентифицируют, то есть у них нет никаких сомнений, являются ли они татарами, или башкирами, или каким-то там промежуточным народом, там киптярами. Они все говорят, мы татары. Но, тем не менее, деревни записаны башкирами. Ну, это, да, по результатам, видимо, прошлой переписи, да, то есть еще при прежней власти, да. А сейчас вот как обстоят дела? Я думаю, что сейчас то же самое и произойдет. Я думаю, что там ничего не изменится. Ну, по крайней мере, они сами говорят, что записываются татарами, да? Да, люди записываются татарами. Один из жителей говорит, что это то же самое, что и выборы. Мы голосовали за одну партию, победила другая партия. Здесь то же самое. Они говорили что во время переписи, что они татары, а оказалось, что деревня башкирская. Кстати, о голосовании я добавлю вот такой факт. В 2003 году были выборы президента Башкортостана, а там 80% башкир. Именно 80% избирателей проголосовали за Ралифа Сафина. Так состоялся референдум, его действующий президент... Давайте чуть-чуть тему не будем менять, да, у нас чуть-чуть другая тема. Я все-таки предлагаю задать вот этот вопрос, у нас очень интересный вопрос. А кто все-таки тогда должен заботиться о сохранении татарской идентичности? Может быть, наш президент, да? Всемирный конгресс татар. Может быть, Всемирный конгресс татар. Может быть, власти в регионе Российской Федерации. Кто? Может быть, просто семья и все на этом. Знаете, можно я вот попробую? Да, я пожалуйста. надеюсь, что и коллеги тоже подключатся. Я полагаю, что это, естественно, комплексная проблема. За сохранение наций, языков, культур отвечает прежде всего государственные структуры Российской Федерации, которые обязаны сохранять эти этносы, культуру этих народов, язык этих народов. А когда мы говорим о региональных, конечно, здесь определенную работу должны и мы проводить. Мы об этом постоянно говорим. Это вот и Искандер тоже говорил. Это культурный обмен, это способствовать там сохранению высокой культуры среди татар, образование, национальная система образования. Но не меньшую ответственность несут, конечно, региональные власти, потому что если численность татар в той же Башкирии будет уменьшаться, то это ненормальное явление. Вот у нас в Татарстане... одно дело то, что, да, на бумажке численность татар, да, другое дело, что кто себя сам ощущает татарин, да, и тут это сверху, наверное, не сделано. Но при этом очень важно еще, я закончу буквально еще полминуты, очень важно, что сохранение национальной идентичности в регионах, это ведь не только сохранение татарской национальной идентичности, это и марийской, и удмуртской, и мордовской, и так далее. Это проблема общая, понимаете? И она должна решаться комплексно. Я, например, считаю, что вот так вот преувеличивать роль органов государственной власти или каких-то общественных структур сохранения идентичности татар, тем более за пределами Татарстана, ну, конечно, можно надеяться на какой-то результат, но навряд ли. На самом деле все зависит от конкретного татарина, от человека, как он себя сам считает, от его семьи, как он воспитывает детей, если у него книги в доме на татарском языке, хоть что-то он говорит ли детям о национальной истории, как-то соблюдаются обряды или традиции. Все в первую очередь зависит от человека. То есть вот мнения разделились. Кто-то говорит, что сверху надо, да, кто-то говорит, что все-таки нам сейчас снизу. говорят, что сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Да, на рекламу Оставайтесь с нами, да. скоро вернемся. Мы снова в эфире. Программа «Точка опоры». Мы работаем в прямом эфире. Мы продолжаем жаркую дискуссию. У нас есть телефонный звонок? Да, мы обсуждаем сегодня, как сохранять татарскую идентичность за пределами Татарстана. Итак, у нас звонок из Оренбургской области. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы? Да, это Нуворский район, Оренбургская область. Как зовут вас? Меня зовут Айдар Мукадисов. Очень приятно. Говорите? Да, я вот являюсь старостой поселка Гранитный, Нуворского района. Как у вас там обстоят дела? У нас дела отлично состоят отлично. И в сельском хозяйстве, и
можно сказать, во всем, во всем. Перепись уже прошли, нет? Перепись прошли, да. Все, никакого давления, у вас там ничего такого не было, я думаю. Нет, никаких казусов таких не было. Сколько у вас татар проживает? У нас татар проживает вообще в Оренбургской области, 39,5%. Почти Спасибо, половина, спасибо за звонок. В нашем районе. 51 тысяча. Извините. Есть какие-то у вас проблемы? А почему у вас на 14 тысяч поменьше У стало нас, на последней у нас проблем нет. Я хотел сказать, что мы татары, я сам с Татарстана, в Татарстане родился. У меня мать, отец в Арске родились, я в Нурлате родился. И мне хотелось бы сказать, что мы, татары Оренбургской области, крепким таким... Как объяснить-то? Мы за Татарстан, понимаете? Здесь мы татары Оренбургской области, Да. всей силы всегда болеем, мы всегда смотрим все программы татарские. Отлично. За Рустам Нургалиевичем всегда... То есть мы стоим. сплоченные. Спасибо, да. То есть, огромное несмотря за на то, ваш что вы звонок, живете мы далеко очень от рады. Татарстана, Спасибо. вы здесь душой, да? Спасибо. Вот, да, мы начали Давайте говорить о том, что продолжим все-таки разговор. сверху или снизу, да, сохранять Кто вот же эту должен идентичность. заботиться о сохранении? Рим Селябысызмы? Я хотел добавить Радику. Мы говорим об идентичности, да? А ведь количество перепись не только от идентичности зависит. В некоторые районы переезжают, с Дальнего Востока переезжают. Вот Марийской республике последняя перепись дала минус 5 тысяч. Почему? Куда делись марийские татары? Их и там, и так немного. Получается, наверное, они в Татарстан выезжают. А вот в Оренбургский человек, парень уже фактически живет сегодня, он сказал, а почему 14 тысяч поменьше? А почему в Московской области татар становится больше? В Тюменской области так на вот оно и 130, перетекает с Оренбурга к Москве 130, поближе, видимо. А в Астраханской области минус 17. Так а почему, как вы думаете? Во-первых, социальные условия. Во-вторых, татарская идентичность, татарская культурная жизнь, татарские национальные организации, образование, культура. Если куда-то татары подевались или их сознание подевалось, значит, что-то непорядок именно и с демократией, и с образованием, и с культурой. Поэтому вот эти вот я открыл видимо, да. свою книгу «Культурная Сейчас, да, вернемся к обстановка». книжке. И тут есть, по каждой области у меня есть. Вы Меня еще раз удивляет, говорите. Спасибо большое. сейчас мы Рим Селябы. вернемся. в Тюменской области Вот у вас есть возможность показать в кадр книгу. плюс 130 тысяч, а в Калининградской области не уменьшается, Спасибо. а в другой Есть уменьшается. Так Есть что мнение, есть тут пожалуйста. субъективный фактор. Проблема любой диаспоры, любого диаспорально проживающего населения в том, что как бы оно ни было крепко в финансовом и в экономическом отношении, оно не способно воспроизводить высокую культуру. И само по себе оно не может создать основу вот этой самой идентичности. Все это создается только там, где есть вот эти самые основы для развития академической науки, высшего образования. И без развития высокой культуры, современной высокой культуры, без этого никакая диаспора сама по себе не выживет. Это все миграция, переселение, это не играет особой роли. Самое А главное, я все-таки, давайте, то, я что предлагаю мы... прерваться сейчас буквально на несколько секунд, простите. 29 октября с призывом принять участие во всероссийской переписи населения к жителям Татарстана обратился государственный советник Минтимир Шаймиев. Минтимир Шарипович также оценил действия тех людей, которые меняют свою идентичность в угоду различным обстоятельствам. Давайте посмотрим, послушаем. Если я родился татарином, считаю себя татарином, не поддаваясь никаким посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитациям, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился. Или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства. Перепись – это личное дело каждого, дело его совести. Если человек искренне заботится о своей нации, то, конечно, это будет отражено и в его повседневной деятельности, и в переписном листе.
Я уверен, что большинство согласятся со Да, словами сложно не Тимир согласиться, Шариповича, такой стержень безусловно. должен быть у человека, Рамис да. очень хочет высказаться, Да, я пожалуйста. хочу просто сохранение Да. идентичности, я думаю, что дело каждого, но ответственность, уровень ответственности у каждого человека разный. Мы не можем требовать у человека, который там деревенского пенсионера, например, или от народного поэта, то есть уровень ответственности, я думаю, что разный. И я хотел сказать, что вот мы часто говорим о сохранении, мы должны, наверное, не только о сохранении говорить, потому что сохранение — это стагнация, мы должны говорить все-таки о развитии языка, потому что если бы у нас в начале 20 века мы говорили бы, татары бы говорили о сохранении, они бы не сохранились, я думаю. И еще хотел вот сказать о качестве. Вот нам же нужны вот люди, вот как говорил Тимир Шарипович, люди, которые вот на самом деле сильные духом, которые говорят, что они осознают себя татарами. Потому что вот я все-таки вот вернусь на свой ролик, я стал свидетелем того, что вот там удмуртская деревня, жили удмурты и крещенные татары. И люди говорят, что они, ну, никаких там, вот они говорят, Роза Николаева и Юрий Николаев, они говорят, что деревня никогда не жили башкирой. Но деревня там по 80% башкиры, удмуртской деревни. По официальной статистике, да? Я вот пошел на кладбище, потому что если живые люди могут еще как-то соврать, а мертвые никогда не будут врать. Но на кладбищах там кресты, то есть это православное кладбище. То есть каким образом там живут башкиры, сразу видно. И зачем, вот если нам, вот нужны ли нам вот такие, как бы татары, там в кавычках, но в цифрах. То есть я думаю, что вот мы должны стремиться к тому, чтобы перепись была честной, и назвали бы себя татарами только те, которые считают себя татарами. Да, к сожалению, Вот у нас не так сейчас- много времени, но Да, у нас есть звонок, еще, да. мы говорим о Как раз таки регионах, из-за звонок из пределов региона. Татарстана. Слушаем Мы вас. слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ильнур. Мы татары, которые родились в Узбекистане. Откуда вы? И поэтому Из можем Узбекистана? сказать то, что нам говорили всегда родители. Чем дальше татары от Татарстана, тем больше они сохраняют свою идентичность. Чем ближе к Татарстану, тем больше мы ее теряем. У нас выбора нет, далеко от родины, Парадокс. сохранить то, что нам передали предки. У вас там перепись-то не проходит, наверное, да, сейчас? Нет, я как бы живу уже Только в России, всероссийская, но да. мы там родились. Перепись все нормально у нас. Вот такое вот мнение. Чем ближе к Татарстану, тем хуже обстоит дело. Ну, то есть, вот да, мы это обсуждали уже, чем дальше, как раз вот Пензенская тем область, больше татары не ностальгии. уменьшаются. Рядом Мордовия, там уменьшаются, а Пензенская область не уменьшается. Минус 300 это совсем немного. Вот, кстати, да, Поэтому, давайте смотря какой посмотрим, регион и где какие хорошо традиции обстоят у дела, да? татарской жизни. А где лучше всего тогда обстоят дела? Лучше всего, пока мы Московская область и Тюменская область, поскольку в Тюмени, видимо, вахтовики стали прописываться там. Я же сказал, в Тюмени плюс 130, это последние, между последние 8 лет. Поэтому Калининградская область, как я сказал, Пензенская область, а плохо рядом Пермь. Плохо, уменьшается. Куда делись наших татар? Мы можем как раз спросить. непонятно, потому Здесь что... есть прямая корреляция между тем, как в Тюмени была закрыта кафедра в педуниверситете, была закрыта кафедра татарского языка, и тем, что вот куда сейчас увеличилось число, а потом оно будет уменьшаться. Это И в то же 10-м самое году. и в Перми, и везде необходимо развивать вот это направление. У нас мы утратили педагогический институт, откуда кадры могли направляться в регионы. Сейчас у нас, кроме университета, ну, университет тоже не способен в таких количествах готовить специалистов для других регионов. И скоро мы столкнемся с огромной нехваткой учителей для диаспорально проживающих татар. То есть, скоро мы узнаем когда мы новые говорим- цифры. Они будут совершенно другими, Конечно. возможно. И мы возможно, поэтому Всего 2 говорим, недели что осталось. до конца неожиданно. переписи, для я думаю, того, там, чтобы Да, совсем поддерживать немного осталось, да. татар в Мы регионах, можем новые нам цифры нужно узнать. вкладывать сейчас деньги в Татарстане в развитие академической науки, образования и высокой культуры. Да, спасибо, Спасибо. большое. Да, У к нас сожалению, заканчивается время. К сожалению, его совсем немного. При Давайте- Всемирном конгрессе татар, напоминаем, работает и телефон горячей линии, работают юристы. С ними можно позвонить им, посоветоваться. Номер в Казани 221 78 78.
На этом... Да, я напомню, что мы мы с выходим вами. каждый день в 16:30 с на канале понедельника по ТНВ пятницу. Татарстана, на канале ТНВ Планета. И повтор у благодарим нас в всех 8 наших вечера. Спасибо экспертов всем и большое. зрителей. До встречи До завтра. встречи. Перепись разбудила татар. В регионах России разбудила.